Engkau yaratkan jangan dari naik berbagai О, Создатель, спаси и сохрани детей наших. Кто там? Я. Открой, Сейде. Да кто ты? Да я, это Сейде, открой. Исмаил. Да что же это я глупая? Сюинчурейн. Тихо. Кто дома? Мы одни. Сын твой Бешики. Постой, Сейде. Дай отдышаться. Когда вернулся-то? Совсем освободился? Постой. Я сейчас. Что делаешь? Поставь в комнате. Тише ты. Кто умер? На сына Куатбека похоронка сегодня пришла. Ну, показывай сына. Қашан ғана туыр екенсің. Балдарақтан қуырап кетмей болды. Чтоб ты околела. Сколько еще ждать? Да когда же ты отелишься? Ходишь себе, даром корм жрешь.
Эмне? Түнү мен уктабай чыккансың да? Всю ночь не спала. Вон как глаза валились, и лицо пожелтело. Уктабаганда эмне кылмаган? Да нет, что-то голова болит. Да и до сна ли мне? Сын плакал. Кудайдын кылганы ушул экен да. Все убиваешься, писем нет. Что ж, судьба наша такая. Я осталась с 3 малыми детьми, а ты и полгода не пожила с мужем. Самая пора ваша была, и родители твои не близко. Все бы ничего. Все переживется, перемелется. Писем нет. Баарына мейлели. Как подумаю, руки виснут. Чекачу. Ушуну ойлогондо каңырыгым түтүп. Сейда. Слава Богу, лунные ночи кончились. Пора большую кошму брать. Холода подступают. Не тронь. Ичкери кирсем. Жаман айтпай жакшы жок. Вот вчера вырыла. Мало ли что. Что нового воили? Мырзакул келди. Сельсовет кылышты. Мырзакул вернулся. Бирок баягы Мырзакул Председателем сельсовета стал теперь. Не узнать его. Крутой, вспыльчивый какой-то. Бир колунан ажырап. Да и что сказать? Руку потерял бедолага. Сельсоветке дагы. Извещение пришло в сельсовет. Байдалдан карагат ел. Байдалы погиб под Сталинградом. Байдалы Сталинградтан каза болуптур. Жалко его. Байкуш. Дуулдап ак көңүл жигит эмес. Ведь сам бросился на мины. Өзү минага бар болду. Знал, что погибнет, и бросился. Это он по доброте своей. Судьба, значит. Маңдайга жазган ушуда. Старики решили не говорить до времени той о смерти Байдалы. Отложили до осени. Когда урожай соберем, когда народ немного насытится. Вот тогда и поминки справим. Ышыкчылык болсун. Эл тоюнсун. Анан аш суусун өткөрүп. Хватит тебе причитать. Еще есть? Не забывай у почтальона спрашивать, нет ли писем от меня, а то... Ты что? Лезь скорее. Заходи, заходи. Гир. Кел. Мама послала меня за огнем. Когда отелится наша корова, мама нам сварит молозиво. И я принесу кусочек вашему амантуру. Бог даст, будет и молозиво, будет и каймак. Пусть только отелится корова. Вот тогда и принесешь нашему малышу. Матери-то лучше стало. Вчера, кажется, ходила по воду. Сегодня опять лежит. Голова болит.
Ничего, ты уже большой. Маме помогай. Хорошо учись. И она быстро встанет на ноги. И от отца писем нет. Ты что это? Разве можно так вздыхать? Сам с ноготок, а все понимает сердцем. Да и Татой, конечно, тоже догадывается. Только молчит. И что же ей делать, бедняжки? Ну-ка попробуй, прокорми 3 сирот. Колхоз помогает понемногу, этими живы. Только одна надежда у них теперь на корову. Замолчи. Каждому своя жизнь дорога. А в эту войну только тот уцелеет, кто сам позаботится о своей голове. Будь что будет, но под пули не пойду. Хоть день домой, у себя дома. А если бы пошел, что изменится? Эй, Татой! Эй, Татой, где вы там? Живы? А, Сейде, здоров ли твой малыш? Да, спасибо. Сверни ко мне цигарку из табака, что у тебя припрятан дома. Да зайди к соседке, дело есть. Ладно. Байдалы каждую осень обрубал сучьи ветки. А в этом году почему не сделали? Старший-то твой уже работник. Хороший табак припасла Сейде. Пошли Исмаилу. Пусть покурит. Вспомнится ему наш талас. Хорошо. Ведь такого табака, как у нас, нигде нет. Фу, какой горький дым. И что в нем хорошего? Обрубить надо ветки, а то деревья перестанут расти, да и лишние дрова пригодятся. А если и перестанут расти, плакать не стану.
Кому они нужны? Разве дерево опора человеку? Если самого нет дома, ничего не мило. Вот живем две соседки, ни слуха, ни весточки от наших. Живы или мертвы, Бог их знает. А ты еще про деревья толкуешь. А ты знаешь, что той? Может, не только деревья, но и тень их пригодится. Вы бросьте эти свои бабьи хныканье. Как чуть задержка, так они уж голосить готовы. Лучше вон солому переберите. Навалили кучей на крыше. Сгниет ведь до весны. Хочешь, чтобы дети без молока остались? Я за это вам головы поотрываю. Пусть будет проклят дом без хозяина. Из-за тебя все это. При чем тут ребенок? Крикни вон, Саиде. Вдвоем-то вы одного мужика стоите. Мы сделаем. Сегодня же ветки обрубим и солому переберем. Исмаил. Сейде. Кто рот разинул? Проходи. Постой, Сейде. Ой, Сейде. Сейде, қоя тұршы. Я хочу по-родственному предупредить тебя, Сейде. О чем? Ой. Да ты что? Что с тобой? Как побелела? Да ты не бойся. Ничего плохого не случилось. Ой, ғажамын алба. Таншылығыды. Мен айтайын дегенім, ертең әскерге кеткенде... Просто хотел сказать тебе. Завтра будем выдавать понемногу зерна семьям фронтовиков. Сен де жоқсың. Так вот, не все попали в список. Тебя тоже нет, Сейде. Ты же понятливый, не обидишься. Кое-как разделили по 5-10 килограмм на многодетных, таких как Татой. Только не шуми завтра. Всем ведь нужно дать, да не из чего. Ну что ж, нет так нет. Постой, Сейде. Если тебе туго придется, ты от меня не скрывай. Для сынишки твоего на кашу шинель себе продам, но достану. Я пойду.
Ну, иди. Сын-то, наверное, плачет. Канай. Ай, убай, Сейде. Сага. Все хочу сказать тебе. Что-то у меня внутри. Болезнь какая-то нехорошая. Что же ты до сих пор молчала? Надо что-то делать, если так. С каждым днем все хуже. Ты только Исмаилу ничего не говори. Сама понимаешь. Не надо. Потому я и молчала. Не до меня ему. Моя боль, что внутри, уйдет со мной. Есть другая боль, которую я с собой не унесу. Не говори так, мама. Эй, ребятки, быстрее!
Сейде! 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 Из района прибыл НКВД. Срочно тебя требуют. Он ждет тебя в сельсовете. Дедушка? Что, внучек? Писем от отца нет? Наверное, пишет. Как пришлет, обязательно принесу. Ладно? Садитесь. Ваш муж дезертировал. Прихватил с собой винтовку с патронами. Где он сейчас? Не знаю. Я ничего не знаю. Его взяли в армию. Пусть объявится по своей воле. Вы должны нам помочь. Сбежал он или нет, я этого не знаю. Идите. Мы его все равно найдем. Была там? Сказала? А что я должна была сказать? Ты думаешь, доброе дело делаешь для него? Мы все из потомков Давлета. Мы все пошли, ни один не остался. Позор всем нам. Ты понимаешь? Ты понимаешь это? Отвечай. Отвечай. Пока не поздно. Приведи Исмаила. Пусть он воюет там, где все. Пусть не позорит род наш. Ты меня совестью не бей. Может, он и сбежал. Откуда мне знать? Каждому своя жизнь дорога. Каждый себя бережет. А тебе-то что? Или он перебежал тебе дорогу? Или ты хочешь, чтобы все вернулись такими же калеками, как ты? Значит, я вернулся калекой потому, что дурнее твоего Исмаила?
Бил меня Мырзакул, мама. Бил. Он избил меня, опозорил. Сага. А нас с Мырзакулом пусть Бог рассудит. Забыл Мырзакул родовой долг. Туғандықтан кешкен екен. Haberimde tökten eke vay. Я скажу Исмаилу. Он отомстит. Bağırın aytam. Ha оқсалайлық. А вдруг Исмаил кинется в Аил? Его же могут поймать. Лучше промолчу. Стерплю. Но никогда ему не прощу. До самой смерти. Туған дұшман деген ошол бала. Недаром говорят, брат брату враг. Санаман улымды. Мырзакул ненавидит Исмаила за то, что он живой и невредимый. Воды. Сейде, Это ты, Мырзакул? дай воды, Сейде. Ты не видел Исмаила? Смайл, senin oğlun ana. Где твоя рука? Где твоя рука? Я отдал ее безрукому Мырзакулу. Воды. Сейде, как ты тут? А, заходи. Алахвалымды сұрайын деп келіп қалдым. Вот зашла, думаю, как там она сердечная. Детишки мне все уши прожужжали. Тетя Сейде заболела. Вот принесла кусочек жира. Растопи да разотрись. Глядишь, к утру полегчает. Спасибо. Не надо бы. Сами ведь. Құдайға шүкір. Колхоз Слава Богу, колхоз помогает понемногу. ептеп күн көріп жатыр. Вчера принесла со склада овса полмешка. Өткенде Все лучше, чем ничего. қампадан жарым қап сұлу берішкен. Только одна надежда на корову. Должна бы скоро отелиться. Да что-то затягивает. Жалғыз өлеміз.
Должно быть, перегуливала в прошлое лето. Заболталась я что-то. Пойду. Как там мои сорванцы? Но выздоравливай. Не скисай. Весна на дворе. Такую зиму пережили. Правду говорят, что Исмаил сбежал? Не знаю. Может, и сбежал. Я ничего не знаю. Ах, война, война. Будь она проклята. О, Боже. О, люди. О, горе мое. Корову увели. Покарал меня Аллах. Мама, не плачь, вставай. Если бы Байдалы был дома, какой вор посмел бы зайти во двор? Будь проклят дом без мужчины. А вечером ты сама ее привязала? А то как же. И даже вымечка щупала. Ребята совсем извелись. Только и ждали молочка. Эй, люди, собирайтесь. Надо найти эту подлую собаку. Всех вас разберем по домам, прокормим, вырастим. Буйырса. Бог даст, дотянем до весны. Тёлка наша благополучно отелится. Тогда будет у нас молоко. Совсем недолго осталось. Люди подозревают, будто бы ты украл корову Тотоя. И никому ничего не докажешь. Пусть говорят. Смайл, хотела сказать тебе. Эта мать надоумила двинуться в Чатхал к родичам. Может, действительно перебраться? И как это мне в голову не приходило? Да ведь у меня там родные дяди живут. Тут и думать нечего. Как только откроется перевал на Чаткал, уйдем всей семьей. И не надо будет больше прятаться. Все решено. Родимые, я бы и сама, если бы не слабость, поползла бы с вами. Да старая уже, больна.
Бог даст, тебе станет лучше к тому времени. Вот посмотришь. Тогда и порешим. И двинемся. Ну что, сынок, двинем мы с тобой на Чаткал, к родным нашим. И будем там как люди. Приручать тебе маленького же ребенка, чтобы ты скакал на нем по горам. Тогда ведь мало-мальски хозяйственных людей раскулачили. Многие так и сгинули в Сибири. Ошолордун көпчүлүгү шыбыр бөлбөдү. Здравствуй, Джинни. Проходи, проходи. Расти большим-большим, Джигит. Как отец. Завтра отправляемся на фронт. Собирайся, Джинни. Мы заказали бозо, повеселимся напоследок. Идем? Неудобно мне идти туда. Пойдем, ради Исмайлаке. Может быть, он сейчас в самом пекле войны. Если придется встретиться на фронте, скажу. Сама меня провожала. Привет передам. Приболела я. Едва на ногах стою. Да и сына покормить пора. До утра малость приду в себя. Непременно зайду. Ну, смотри, Джинни. Ловлю на слове. Жду завтра утром в доме Мамыта. Обязательно приду. Хватит на всех? Хватит. Aynımdan gidip barakam ağayın tuğan kayırgı. Aynımdan gidip barakam ağayın tuğan kayırgı. Yetmiş vagon bir çirkin. Gelip bir uçkan паровоз. 70 вагонов на прицепе. Вскачь уносит резвый паровоз. Я покидаю свой аил. Прощайте, мои Дженнилер. Yerimden gidip barakamay cengeler jelpi kayırgı. Arıstı gözдөй biz gettik. Мы уезжаем в сторону Арыси, не отрывая от тебя взора, Алатоу. Долго-долго нас провожали твои сине-белые снега. Aylımdan gidip barakam ağayın tuğan kayırgı.
жаратамай ағайын туған қайырғы. Вчера чуть не напоролся на хромую жену Кадырбая. Ушел по нужде. Старая дура, понес ее черт в это время за кураем. Пропал без вести Кадырбай. Третьего дня извещение пришло. Вслед за сыном пошел на фронт. Бедолага и... Довольно. Ты лучше о муже думай. Хочешь, чтобы я здесь сдох с голоду? Какое твое дело до других? Хоть подыхай с голоду. Никто тебе и ложки к рту не поднесет. Всяк для себя. И ты перестань скулить. Этот погиб, тот погиб. Если завтра ночью я не буду тебя ждать за сараем, то ты не заходи домой. Сразу иди к себе. Почему? Мне кажется, мать тяжело больна. Она вида не подавала, чтоб тебя не расстраивать. Лечить ее надо. Лекарю показать. Вот оно в чем дело.
Ладно, учту. Лечи. Может, травы какие помогут? Утром еще раз вызывали в сельсовет. НКВД расспрашивал. Все выпытывал о тебе. Ну, а ты что? А что я? Сказала, что ничего не ведаю, ничего не знаю. Достали такие сволочи. Ладно, значит так. Заказано стало быть мне теперь дорога в родной дом. Смотри, будь начеку. Ай, куда я? Ой, Жанна, ай. Ух. Ух. Ай. Ух. Ух. Что-то ты надумала, не ко времени разболелась. Повременила бы. Жанна. Тяжко мне, Эмчи-Муса. Эмчим. Может, снадобье какое подскажешь? Ух. Сейчас. Подумаем. В доме теперь одна не оставайся. Меня больше не ждите. Всем сообщили? Да, всех оповестили. Похороны завтра, Мулла сказал. Так она ждала Исмаила. Война. Кандай? Чего это? وكل شيء أحصيناه في إمام مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إلهي آمين اللهم بلغ من هذه التلاوة القرآن إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى أرواح وشايخنا وأستاذنا خصوصا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وإلى أرواح جميع أمة رسولنا رسول الآخر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار şu vasatı okuğan Kur'an'ın savabını Ciyanalı kızı Begzat'ın rohiga
Bağışladık Allah Teala rahmetsin bir rahmetke ya Erhamer Rahimin Allah. Аксакалдар. Как наша Бекзатапа хорошим человеком была. Хорошим, хорошим, хорошим. Мама, прости. Прости меня. Прокляни на том свете. Прокляни войну. Мирзакула! Мирзакула убили! Я его, гада, все равно достану. Далеко не уйдет. А Мирзакула жаль. Хороший был парень. Погорячился, бедолага. Сам бросился на пулю. Но я Исмаила этого так не спущу. Убью, как собаку. Мирзакула убили. А ведь знала, небось, стерва. Затаила от всех. Исмаила ведут, Исмаила. Говорят, сам сдался. Да брось ты, что он рехнулся, что ли?
Чью корову украли? Корову той. Посмотрите хорошенько. Это он, Исмаил? Нет, это не Исмаил. Мы же его знаем. Это вроде сын мельника. Говорили, без вести пропал. Вот и жена его. Аны дайынсыз дешпеді біле я. Это ты. Сен білең, Это ты. мен сен деп Как у жүрсем. тебя поднялась рука? Лучше бы ты сдох, подлец. Антип қолың барды. Балқардың ұвалы кемге. Бұндан көрі жесір қалғаным жақшы емес беле шорты бар. Не трогайте корову. После собаки пусть собаки и доедают. Скорее идите сюда. Здесь яма. Исмаил, солдаты. Уходи. Уходи, говорю. А ты? Сына береги. Сына. А ты? Уходи, уходи скорей. Сына береги. Я вас найду, догоню. Сына береги. Все, иди. Исмаил, бросай оружие, выходи. Не стрелять, он нам нужен живым.